بسم الله الرحمن الرحيم Да воздаст Аллах вам благом, уважаемый шейх. Уважаемый шейх, спрашивающий говорит, похвальный гнев в помощи посланнику Аллаха, мир ему и благословение, каковы его условия, и есть ли порицаемый гнев? Гнев необходим, исходящий от мусульман, по отношению к тем, кто оскорбляет посланника Аллаха, мир ему и благословение. Однако, это гнев, в котором присутствуют условия. Гнев, в котором присутствуют условия, чтобы этот гнев подкреплялся сильными доводами и доказательствами из книги Аллаха и Сунны, и из происходящего на протяжении истории, которая повторяется. Это то, что заставит их замолчать. А что касается насилия, разрушений и демонстраций, это не относится к помощи посланнику, мир ему и благословение Аллаха. Наоборот, это радует врагов. И потом они скажут, мы заставили мусульман гневаться и оставили на них отпечаток этим. Оставили на них отпечаток. Это то, что их радует. Однако сильные доказательства и доводы — это то, что оттолкнет их и заставит замолчать. Аллах велик Он и возвышен в Коране опроверг многобожников во многих аятах. И эти опровержения имеются в Коране. Нам же надлежит проявить и разъяснить их. Это в действительности то, что заставит замолчать врагов. Нам задано много вопросов, мы объединим их в один. Брат, работающий инженером, спрашивает, как я могу помочь исламу? Другой говорит, что я могу сделать для помощи пророку, мир ему и благословение Аллаха, в то время как я встречаю много телеканалов, большинство которых не являются мусульманскими. Да, во-первых, ты сам можешь помочь посланнику, следуя за посланником, мир ему и благословение Аллаха, веруя в него. А что касается того, чтобы ты помогал ему только словами, без следования за ним, или не выполняя его сунну, то это не принесет никакой пользы. Во-первых, необходимо, чтобы ты помогал ему сам, выполняя это, будучи убежденным, веруя в посланника, мир ему и благословение Аллаха, любя его. Затем ты помогаешь ему доводами и доказательствами, если у тебя есть знания. Если у тебя есть знания, доводы и доказательства, то ты проявляешь это, порицая врагов. А если же у тебя нет знания, то достаточно того, чтобы ты помогал ему в своем сердце, и в своем убеждении, и в своей любви к нему, мир ему и благословение Аллаха. А упомянутые тобой средства информации, которые присутствуют там-то и там-то, все они потерпят поражение перед правдой, как бы они ни увеличивали свое количество. Пена будет выброшена, а то, что приносит людям пользу, останется в земле. Такие притчи приводит Аллах. Мы предоставляем слово сестрам. Есть ли у вас вопросы? Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Уважаемый шейх, у нас есть вопросы от некоторых сестер. Первый вопрос. Мы хотели бы услышать шариатское разъяснение относительно двух вещей. Первое – это понятие бойкота, и является ли это путем праведных предшественников. Второе – понятие помощи посланнику, мир ему и благословение Аллаха. Что касается первого, то есть бойкота, это относится к полномочиям правителя. Если он объявит бойкот стране или какой-либо компании, в таком случае ей объявляется бойкот. А что касается единичного объявления бойкота, то это не принесет никакой пользы. Ты объявляешь им бойкот, а другие продолжают отношения с ними. Однако, если правитель издал указ о бойкоте какой-то стране или компании, то все люди отказываются от сотрудничества с ними и объявляют им бойкот. Это принесет вред,
принесет политический и финансовый вред той стране, с которой объявлен бойкот. А что касается второго вопроса, какой он? Понятие помощи посланнику, мир ему и благословение Аллаха. Помощь, как вы уже слышали, осуществляется в соответствии с книгой Аллаха и Сунной, с помощью коранических и пророческих доводов, а также в следовании за пророком и в действиях, которые соответствуют его Сунне, мир ему и благословение Аллаха. Третий вопрос. Какие положения применяются к тем, кто издевается над посланником, мир ему и благословение Аллаха, и причиняет ему несправедливость? Кто издевается над Мухаммадом или над кем-либо другим из посланников, становится вероотступником. Если он является мусульманином, то он выходит из ислама и выходит из религии. Пожалуйста. Четвертый вопрос. Есть те, которые ограничиваются взятием доказательств из Корана и не принимают сунну. А если и используют сунну в доказательства, то ограничиваются только той частью сунны, которая относится к действиям. Как мы опровергаем подобных? Мы опровергаем их тем, что сунна подобна Корану. Она является откровением, как и Коран. Ее называют вторым откровением после Корана. Аллах Велик, Он и Возвышен сказал, Он не говорит по прихоти. Это всего лишь внушаемое Ему откровение. Сунна является откровением от Аллаха, Всемогущен и Велик. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Поистине мне дан Коран и подобное ему вместе с ним». Необходимо присутствие сунны. Она истолковывает Коран и разъясняет его, указывает на него. Необходимо, чтобы сунна присутствовала вместе с Кораном. Все это то, с чем пришел посланник. Он пришел с Кораном и пришел с сунной. Так как же мы можем взять одно и отвергнуть другое? Спрашивающий говорит, каких причин должен придерживаться мусульманин для того, чтобы выйти из смут в это время? Придерживание книги Аллаха, Всемогущен и Велик. Сказал посланник Аллаха, мир ему и благословение, «Поистине будут смуты, подобны темной ночи». Его спросили, каков же выход из этого, о посланник Аллаха? Он сказал, «Книга Аллаха». Он сказал, «Книга Аллаха». Также пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Поистине, тот из вас, кто будет жить, увидит много разногласий. Вам же необходимо придерживаться моей сунны и сунны праведных правителей, идущих по прямому пути после меня. Держитесь за нее и схватитесь за нее коренными зубами. Вам необходимо сторониться дел новоизобретенных». Выход из смут осуществляется посредством нескольких действий. Первое из них – придерживание книги Аллаха и сунны его посланника. Второе – придерживание того, на чем были праведные правители и лучшие поколения, а также праведные предшественники. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Разделится эта община на 73 группы, каждая из них в огне, кроме одной». Его спросили, кто они, о посланник Аллаха? Он сказал, это те, кто были на чем сегодня я и мои сподвижники. Аллах Велик, Он и Возвышен, сказал, Аллах доволен первыми из мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных, и теми, которые последовали строго за ними. Они также довольны Аллахом. Он приготовит для них райские сады, в которых текут реки. Они прибудут там вечно. Это великое преуспеяние. Это и есть выход из смут. Следование за книгой Аллаха и сунной его посланника, следование за тем, на чем были праведные предшественники из лучших поколений этой общины. Это и есть выход из смут. Также, что способствует выходу из смут, придерживание общины мусульман и их правителя. Как сказал посланник, мир ему и благословение Аллаха, Хузайфе, когда он спросил его о времени распространения смут, он сказал, «Что ты прикажешь мне делать, о посланник Аллаха, если меня постигнет это?» Он сказал, «Придерживайся общины мусульман и их правителя». Он сказал, «О посланник Аллаха, что же делать, если у них не будет ни общины, ни правителя?» Он сказал, «Сторонись всех этих групп. Даже если тебе придется ухватиться зубами за ствол дерева,
до тех пор, пока к тебе не придет смерть, а ты на этом